Сегодня мало кто интересуется историей императорской России. Для большинства обывателей она покрыта мраком и штампами, оставшимися с советских времен. О Первой мировой войне практически не знают ничего. Ненужная война, империалистическая война, бездарно проиграли, воевали в лаптях. Вот классические штампы о войне, которую называли Второй Отечественной. Войне, которую Российская империя не проиграла, но которая была оболгана и облита грязью теми, кто предал свою родину, кто работал на наших врагов и, чтобы скрыть следы предательства, объявил эту войну ненужной и бездарно проигранной. В реальности же все было совсем не так. Правда в том, что слишком много игроков было заинтересовано в гибели России. Одни из них выступили явно, другие маскировались под друзей. Геополитические амбиции Германии, Австрии, Турции включали в себя претензии на территории Российской империи. Правящие круги этих стран давно запланировали войну с нами и лишь ждали возможности. Николай II пытался не допустить сползания Европы в войну. Именно его усилиями она не вспыхнула 3 годами ранее. Однако в этот раз войны хотели все, кроме России. Итак, в августе 2014 года Германия и Австрия объявили России войну. Осенью Турция без объявления войны подвергла бомбардировке черноморские порты России. Война, столь выгодная нашим врагам, началась. Когда станет понятно, что Россия победит, наши противники сделают все, чтобы не допустить этого. Внутренние враги им помогут. В то самое время, когда даже женщины шли на фронт с солдатами и сестрами милосердия, эти интриганы плели заговор против своего отечества. В данной работе мы не будем касаться этой темной стороны. Наша цель в другом. Мы хотим рассказать хотя бы в общих чертах о судьбах некоторых осетинских офицеров русской императорской армии, которые сражались в той войне и до конца оставались верными присяге. К сожалению, мы не можем рассказать обо всех, поэтому заранее просим прощения у родственников тех, кого мы не упомянем. Обращаемся к осетинским патриотам. Когда мы за столом рассказываем о баланах и скифах или везде повторяем о количестве героев СССР, мы почему-то забываем, что между этими периодами тоже что-то было. Были осетины достойны того, чтобы вы рассказывали о них своим детям, потому что именно на их примере можно воспитывать в подрастающем поколении и воинскую доблесть, и любовь к отечеству, и верность данному обещанию. Мы гордимся одними героями и забываем о других. Так начнем. Генерал Афакоп Ациевич Федаров. Высокообразованный офицер, он владел 7 иностранными языками. Федаров не раз привлекался правительством для выполнения дипломатических миссий в Персии и Афганистане. Родился в селении Зильги 29 августа 1859 года в осетинской дворянской семье, сын офицера Паци Федарова. Образование получил во Владикавказском реальном училище. На военной службе с 1 сентября 1880 года, служил на различных должностях. По предписанию начальника 1-й Кавказской казачьей дивизии от 9 сентября 1897 года, утвержденного военным министром, командирован в состав инструкторов в Персию. Сражался в русско-японской войне 904-905 годов в составе Терско-Кубанского полка Кавказской конной бригады. Награжден золотым георгиевским оружием за храбрость и произведен в полковники. В последующее время неоднократно бывал с дипломатическими и секретными поручениями в Персии и Афганистане. 1910 года генерал-майор, командовал 2-й бригадой 2-й Кавказской казачьей дивизии до 1913 года. В 1912 году, вновь находясь в Персии, нанес сокрушительное поражение племени Шахсевен и заставил принести присягу на верность Российской империи. Когда началась Первая мировая война, Турция развернула мощную антироссийскую пропаганду в среде полудиких кочевых племен. Чтобы не допустить их выступления на стороне Турции и вторжения в пределы империи, командование вновь направило уважаемого в среде кочевников генерала Федарова в регион, где ему пришлось, командуя совершенно незначительным отрядом, удерживать их в повиновении. До 1917 года командовал 1-й Туркестанской казачьей дивизией, генерал-лейтенант с 1916 года. В декабре следующего года вернулся из Персии на родину. Когда началась гражданская война, генерал Федаров принял сторону Белой армии, однако после ее поражения остался в России. Поселился он в родном селе, где пользовался огромным уважением, что помогало ему в то неспокойное время примирять враждующих осетин и ингушей. Однако большевики не могли простить ему его прошлого. В 1929 году генерал Федаров был расстрелян по ложному обвинению в разжигании межнациональной розни. Реабилитирован лишь в 1989 году. Полковник Хитагуров Василий Дахцикоевич.
Василий Дахцыкович Хитагуров происходил из потомственных дворян Терской области. Родился 5 января 1858 года. Окончив Владикавказское реальное училище, 18-летний юноша поступил в Кавказский эскадрон собственного конвоя его императорского величества. Во многом это и предопределило его дальнейшую судьбу. Служба в конвое не была легкой, но ею все гордились, ведь туда отбирали лучших, и для молодого Василия это было большой честью. В 1877 году началась русско-турецкая война. Императорский конвой был послан в действующую армию. Бои против турок стали боевым крещением для Василия Дахцыковича. Здесь он проявил лучшие качества воина, личные храбрость и отвагу, за что был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Вернувшись с войны в Петербург, Василий Хитагуров сдает офицерский экзамен при Николаевском кавалерийском училище и производится в Подхорунжии, а через год в Хорунжии с переводом во Владикавказский полк Терского казачьего войска. Во время разгула революции 905-907 годов Хитагуров был командиром полка, защищая мирные села от банд разбойников и революционеров. При этом надо особо отметить, что так называемые профессиональные революционеры были в сущности террористами, отлично подготовленными и прекрасно вооруженными. Оружие и боеприпасы им тайно поставляли Англия, США, Турция и Германия. В 1912 году Хитагурова за отличие производят в полковники. Несмотря на солидный возраст, полковник Хитагуров принял участие в боевых действиях на территории Персии. Там же его застал высочайший приказ от 13 января 14 года об увольнении в отставку по возрасту. Василий Дахцыкович поселился в родном Владикавказе и занялся воспитанием дочерей. Но в том же году грянула Первая мировая война. Имея еще силы послужить родине, Хитагуров подает рапорт о принятии его на службу. В октябре 14 года его направляют в распоряжение начальника 1-й Кавказской казачьей дивизии. Он храбро сражался с турками в районе Сорокомыша и Ольты. Сильный мороз по глубокому снегу русским войскам пришлось отражать превосходящие силы противника. К началу января 15 года 3 турецких корпуса были полностью разгромлены. Василий Дахцыкович был свободным офицером, замещая кого-либо из командиров полков. Затем, являясь временным командиром 2-го Волжского полка, он участвует в боях в Галиции и в Карпатах против австрийских и немецких дивизий на Юго-Западном фронте. За боевые отличия награждается орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. Летом 16 года Терская дивизия вела ожесточенные бои, в очередной раз штурмуя Карпаты. Полковник Хитагуров вступает во временном командовании 2-м Кизлярско-Гребенским полком и 10 июля захватывает город Кимпалунг, взяв в плен 40 офицеров, 1500 нижних чинов и 11 пулеметов. 25 июня того же года при отражении атаки противника полковник Хитагуров получает ранение шрапнелью в шею и контузию. Несмотря на ранение, остается в строю. За эти бои полковник Хитагуров был награжден Георгиевским оружием. В сентябре, когда снарядом был убит другой наш земляк, командир 2-го Сунжинского полка полковник Тускаев, Василий Дахцыкович принимает командование полком и участвует в осенне-зимних боях в Карпатах. Рядом с ним находится его младший сын Хорунжий Георгий Хитагуров, такой же храбрый, как и отец. Февральская революция внесла большие перемены, стали формироваться мононациональные части. 10 офицеров осетин перевели в осетинский конный полк и осетинские пешие батальоны. Хитагурова назначают командиром осетинского полка в составе 3-й Кавказской казачьей дивизии. Несмотря на то, что под влиянием большевистской пропаганды армия начала разваливаться, осетинский полк сохранял боеспособность. Благодаря этому ему поручали самые ответственные задания. В июле 17 года пехотные части, бросив фронт, стали беспорядочно отступать. Прикрывать это позорное бегство у города Монастыржиску пришлось осетинскому полку. 11 июля стало последним днем в жизни отважного полковника Хитагурова. Храбро сражаясь с немцами, он погиб от взрыва бомбы. Его тело было отправлено во Владикавказ. 26 июля 17 года при большом скоплении народа в Осетинской церкви состоялось отпевание покойного. Проститься с доблестным офицером пришли горожане, хорошо знавшие и любившие Василия Дахцыковича. Приехали из многих сел Осетии. Посмертно полковник Хитагуров был произведен в генерал-майоры и похоронен в ограде Осетинской церкви с положенными генералу почестями. При большевиках, к сожалению, могила героя была разрушена, никому из ее потомков не удалось ее сохранить. Генерал-майор Эльмурза Асланбекович Мистулов. Родился в 1869 году в семье офицера Терского казачьего войска Асланбека Мистулова. Один из легендарных храбрецов, о нем с тоской вспоминал казачий полковник Елисеев в своих мемуарах.
Храбрейший из храбрых, бог войны, заколдованный рыцарь, так называли солдаты своего любимого командира. Начал службу в 1889 году, когда по окончании Ставропольского юнкерского казачьего училища Эльмурза был прикомандирован к первому Судженско-Владикавказскому полку. В 1894 году, в неполных 25 лет, Эльмурза уже командовал сотней и был членом суда общества офицеров. Принципиальность, бескорыстие, отвага и огромное чувство долга снискали ему любовь и уважение товарищей. Именно эти качества обусловили его выбор членом общества офицеров, решавшего судьбу офицеров-однополчан. В 1900 году Мистулов несет охранную службу в Заамурском округе в отдельном корпусе пограничной стражи. Здесь, как и ранее, за отличную службу он награжден серебряной медалью и орденом. Однако непреодолимое желание служить в родных местах обусловило его возвращение в 1902 году в Осетию, где он начинает службу во втором горском казачьем полку. Участвовал в русско-японской войне. Для того, чтобы вернуть тело убитого товарища, в одиночку вел сражение с группой японских солдат, получив пулевое ранение и несколько штыковых ран. С помощью подоспевших однополчан одержал победу, пленив оставшихся врагов и вернулся в расположение. За этот подвиг награжден орденом Святого Георгия IV степени и представлен императору. С началом Первой мировой войны в должности командира второго Судженского полка отправился на фронт. Воевал первоначально в Галиции и на Карпатах, затем направлен на Кавказский фронт командовать первым Кавказским кубанским казачьим полком. В ходе боевых действий неоднократно проявлял мужество и успешно руководил войсками, обращая противников в бегство. Так, 28 июня 1916 года совместно с Таманским казачьим полком у города Мина-Халтун разбил турецкие войска, проведя удачную наступательную операцию на этом участке фронта. В начале января 1917 года произведен в чин генерал-майора за боевые отличия и назначен командиром бригады 1-й Кубанской казачьей дивизии на Западном фронте. После революционных событий в России вернулся в Терскую область в начале 18 года. В марте в условиях начинавшегося восстания на Терском войсковом круге избран командующим казачьими войсками Терека. Судьба, хранившая его все годы службы, начала отворачиваться от заколдованного рыцаря. В самом начале восстания генерал Мистулов был тяжело ранен. Когда он выздоровел и смог вернуться к обязанностям, фронт казаков был полностью окружен сплошным кольцом частей Красной Армии. Сами казаки стали массово прекращать сопротивление. Видя безнадежность ситуации и не желая мириться с поражением, генерал Мистулов застрелился на глазах у потрясенных соратников в станице Прохладная. В предсмертной записке, адресованной полковнику Кибирову, он писал: «Джамбулат и все мужественные духом терцы, боритесь с врагом, Бог даст, будет помощь от Деникина. Тело мое отвезти прямо на кладбище и безо всяких излишеств, возможно, короткий срок предать земле». Исчерпывающую оценку духовных качеств Мистулова дает его однополчанин, генерал Вдовенко. В своем обстоятельном очерке «Борьба терских казаков с большевиками» в 1918 году он писал: «Смерть генерала Мистулова очень тяжелая потеря для войска, человека исключительной храбрости и благородства, прекрасного товарища, которого так все любили и уважали». В начале этого года, после долгих лет запустения в станице Черноярской, был наконец-то восстановлен памятник на могиле генерала Мистулова. Теперь пришло время рассказать о самом известном и самом боевом осетинском генерале русской императорской армии Дмитрии Константиновиче Абациеве. В свое время он был настоящей легендой, храбрейшим из храбрых. Благодаря своей доблести и незаурядным способностям ему удалось пройти путь от рядового до полного генерала. Урок для тех, кто считает, что Россия была тюрьмой народов. Сейчас о нем почти никто не знает, но было время, когда люди считали за честь быть знакомыми с ним. Известный на всю империю, лично знакомый с двумя последними императорами Александром III и Николаем II, близко знавший великого деятеля Русской Православной Церкви святого Иоанна Кронштадтского, генерал Абациев по праву считался лучшим полководцем из осетин. Дмитрий Константинович Абациев родился в селении Катгарон 3 декабря 1857 года. Происходил из осетин Терского казачьего войска, православных. Получив домашнее образование, он в ноябре 1876 года поступил на службу рядовым казаком. Тогда же был назначен ординарцем знаменитого генерала Скобелева. Это был юноша 22-23 лет, высокий, стройный брюнет, очень красивый, прикомандированный к конвою Скобелева, вспоминал Верещагин в своей книге «Дома и на войне». Русско-турецкая война 1877-78 годов стала боевым крещением Дмитрия.
Он отличился удивительной храбростью и хладнокровием в битвах у города Бреславец, штурме Зеленых гор, при взятии Хирманлы. За год он трижды был награжден солдатскими Георгиевскими крестами 4, 3 и 2 степеней. Полным Георгиевским кавалером, то есть обладателем всех 4 знаков отличия военного ордена, он не стал только из-за производства в офицеры и вновь за боевое отличие. Даже генерал Скобелев, героизм и бесстрашие которого вошли в историю военного искусства России, был восхищен доблестью Дмитрия. Как-то Скобелев под Плевной во время короткого отдыха у себя в палатке, куда собрались обедать все близкие ему офицеры, обратился к своему адъютанту с вопросом: «Скажите, Дмитрий, знаете ли вы, что такое страх?» Немирович Данченко в своей книге «Год войны» свидетельствует: «Этот Абациев преинтересная личность. Он злится, например, когда другие уходят из Зеленогорской траншеи по соединительным, что гораздо безопаснее. Там Абациев такой чести турецким пулям не оказывает и идет под ними напрямик». Абациев стал одним из героев книги Гелеровского «Шибко. Прежде и теперь». В ней автор повествует о событиях русско-турецкой войны в воспоминаниях ее современников. «Я ехал с Исаулом Абациевым, горевшим на солнце своей конвойской черкесской, увешанной десятками орденов, среди которых скромно виднелись и 3 георгиевских креста, и блестело золотое оружие за храбрость. И много интересного рассказывает мне храбрец Исаул, бывший во время всей прошлой кампании урядником-ординарцем Скобелева. После войны прошел ускоренный курс и выдержал экзамен на подтверждение офицерского чина при Веленском пехотном юнкерском училище. В 1879 году генерал Скобелев возглавил экспедицию в Среднюю Азию. Абациев, к которому Скобелев проникся уважением за время русско-турецкой войны, вновь оказался в его подчинении. В 1881 году во время штурма крепости Геоктепе прапорщик Абациев получил тяжелое ранение, когда одним из первых ворвался в расположение противника. За этот бой он был награжден золотым георгиевским оружием. После завершения азиатских экспедиций служил в собственном конвое императора. В 1894 году был флигель-адъютантом у умирающего от болезни почек императора Александра III. В это время познакомился со знаменитым Иоанном Кронштадтским, чьи молитвы облегчали мучения государя. Именно от Абациева мы знаем об одном из чудес, совершенном святым Иоанном – исцелении больного татарина. В звании полковника Абациев принял участие в русско-японской войне 904-905 годов. Командовал уссурийским казачьим полком, за отличие произведен в генерал-майоры. 5 лет с 1907 по 1912 год командовал 1-й Кавказской казачьей дивизией. С октября 1912 года уже генерал-лейтенант Абациев командовал 2-й Кавказской казачьей дивизией, с которой выступил на Кавказский фронт Первой мировой войны. В апреле 1915 года одновременно командовал Ереванским отрядом 6-го Кавказского корпуса. 14 июня 1916 года командир 6-го Кавказского корпуса. В фундаментальном труде генерала Масловского о Кавказском фронте Первой мировой войны сохранилось множество сведений о генерале Абациеве, действиях соединений, которыми он командовал. Также в своих мемуарах о нем рассказывали полковник Елисеев, генерал Шатилов, сестра милосердия Толстая, дочь знаменитого классика Льва Толстого. Полковник Елисеев в своих мемуарах вспоминает: «Через час мы в армянском селении Агнот, на улице масса пластунов. Они удивленно смотрят на нас. Указали мне дом начальника отряда. Когда я вошел в комнату, то увидел очень крупного и важного генерала, перед которым генерал Гулыга чуть суетился и проявлял свою подчиненность. Я понял, что это и есть начальник ереванского отряда генерал Абациев. Летами они были, казалось, сверстниками, лет по 60 каждому, но Гулыга – офицер генерального штаба, тогда как у Абациева висел золотой солдатский Георгиевский крест 2-й степени. В феврале 1916 года на завершающем этапе знаменитой Эрзерумской операции 2-я Кавказская казачья дивизия взяла ночным штурмом стратегически важную крепость Битлис. Генерал Абациев лично участвовал в ночном бою. Был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. 10 июня 1916 года Георгия получил самый известный полководец из осетин, начальник 2-й Кавказской казачьей дивизии генерал-лейтенант Дмитрий Абациев. За то, что, состоя начальником отряда, действующего против города Битлис, взял со вверенными ему войсками 28 января город Коп, а 29 января овладел штурмом Копскими воротами, а затем Лиром. Вслед за этим, развивая успех и преследуя отступающего на Битлис противника, несмотря на крайне тяжелые условия, пробился к Битлису, а в ночь на 19 февраля начал штурм позиций этого города. И несмотря на превосходящие силы неприятеля, его отчаянное сопротивление на артиллерийских позициях и даже на улицах
неоднократно подвергая свою жизнь опасности, одержал полную победу. Занял Битлис, захватив при этом всю турецкую артиллерию, 20 орудий, командира полка, 40 офицеров, 900 нижних чинов, знамя, артиллерийский склад, 5000 винтовок и много запасов продовольствия. Феликс Киреев, осетины, кавалеры ордена Святого Георгия. Генерал Шатилов, бывший в то время начальником штаба у Аббациева, вспоминал: «Генерал Аббациев был уже пожилым человеком, но прекрасно сохранился. По происхождению он был православный осетин. Начал он свою службу рядовым. Был в Турецкую войну 1877-78 годов ординарцем у Скобелева и заслужил 3 солдатских Георгия. Выдержав офицерский экзамен при Веленском училище, он опять служит со Скобелевым и за боевые отличия при штурме Геоктепе награждается золотым оружием. Генерал Аббациев прекрасно знал войсковое хозяйство, обращал большое внимание на содержание в надлежащем порядке конского состава, был очень заботлив в отношении казаков. Он считался храбрым офицером и хорошим строгим начальником». Шатилов был автором плана ночного штурма Битлиса. Из следующей выдержки видно, как высоко он ценил личные качества своего командира. По окончании боя, когда к нам со всех сторон стали поступать донесения о взятых позициях и захваченных трофеях, генерал Аббациев в присутствии многих старших офицеров отряда обратился к ним и сказал, что победой над турками у Битлиса он и все части отряда обязаны исключительно мне. Мало того, когда он спустя некоторое время представил меня к ордену Святого Георгия 3-й степени, он не остановился перед тем, чтобы полностью высказать это же в своем представлении. Александра Толстая, дочь знаменитого классика, бывшая во время войны сестрой милосердия, рассказывает нам в своих мемуарах: «Ингильский перевал. Выше становится холодно. Снега. Местами лошадь проваливается по брюхо. Слезаю, чтобы облегчить коня, кувыркаюсь в снегу. Спуски, подъемы, дикая горная природа, ни одного жилья, ни одной живой души. Вдруг голос: «Здравствуйте, сестра!» У скалы вправо от меня группа казаков в попахах с белым верхом и в черкесках держат лошадей. Среди них высокий, с правильными чертами лица, смуглый в черкеске и попахе генерал. «Здравствуйте, сестра!» Я осадила лошадь, стою, смотрю на него вопросительно. «Я генерал Аббациев, женат на вашей троюродной сестре. Вы ведь Толстая?» Я никогда не встречалась с ним, но много о нем слышала. Он был одним из самых храбрых генералов, осетин, георгиевский кавалер со всеми георгиевскими крестами и георгиевским оружием. Про него рассказывали, что он никогда никого и ничего не боялся. Во время боя, стоя на горе, во весь свой громадный рост на виду у неприятеля, он командовал войсками. Генерал Аббациев очень хорошо ко мне относился и всегда старался помочь. «Сестра, что я могу для вас сделать? Тяжело больные у меня, ваше превосходительство, кормить нечем. Если бы курочек достать, было бы для них и яйца, а то питание очень плохое». «Хорошо, сестра, я сделаю, что смогу». И через несколько дней смотрю, прискакали казаки. Их превосходительство курочек вам прислали. Я радовалась, что мои больные получат яйца, а сестры завидовали и воровали у меня яйца прямо из-под кур для своих больных. Генерал Аббациев часто заходил к нам в отряд. «Что еще я могу сделать для вас, сестра?» «Молока нет, ваше превосходительство. Может быть, можно коров достать?» Постоял, подумал. «Постараюсь, — говорит сестра, — и через несколько дней смотрим, по дороге пыль столбом. Казаки штук 7 коров гонят. Коров есть чем кормить, травы много, да и пшеницы сколько угодно, надо только ее найти. А у меня новое занятие — коров доить. Коровы худые и маленькие, молока мало, но доить надо, больше некому. Сижу на скамеечке, даю, руки болят с непривычки. Что это вы делаете, сестра?» Я и не заметила, как подошел генерал Аббациев. «Коров даю, ваше превосходительство». Постоял, покачал головой, а вечером прислал менонита коров доить. Дмитрий Константинович никогда не забывал о родной земле. Он всегда помогал односельчанам, даже забрал на воспитание в Петербург мальчика, братьев которого на сенокосе убили абреки. Прослуживший 40 лет в русской императорской армии, генерал Аббациев не мог принять ни февральскую революцию, к которой отнесся довольно прохладно, ни тем более революцию большевиков. Все же он сражался в составе Белой армии. В это время было утверждено старое представление его к званию генерала от кавалерии. После поражения в гражданской войне с семьей выехал сначала в Константинополь, в который когда-то едва не вошел как победитель, а теперь лишь как беженец, затем в Югославию. Проживал Дмитрий Константинович в Белграде, всегда старался поддержать других эмигрантов, помогал устроиться осетинам.
Несмотря на модные в эмигрантской среде философские течения, вроде евразийства или сочувствия большевикам, оставался верным присяге и идее империи. Состоял в Русском общевоинском союзе. Приказом начальника 4-го отдела Общевоинского союза генерала Экка от 2 апреля 1930 года назначен председателем суда совести и чести для генералов. Этот факт уже сам по себе говорит о том, каким человеком был генерал-лейтенант русской императорской армии Осетин Дмитрий Константинович Абациев. 4 июня 1936 года генерал Абациев умер. Похоронен наш прославленный соотечественник на новом кладбище в Белграде с положенными генералу почестями. Хотя бы так. К сожалению, формат не позволяет нам перечислить всех офицеров, полностью осветить их биографии. Но еще некоторых мы вкратце упомянем. Барукаев Александр Георгиевич, генерал-лейтенант артиллерии русской императорской армии. Из православных осетин, окончил офицерскую артиллерийскую школу. Начал службу в русско-турецкую войну. В русско-японскую войну был за отличие награжден золотым георгиевским оружием и орденом Святого Владимира. Считался одним из лучших артиллеристов того времени в императорской армии. Несмотря на возраст, принял участие в Первой мировой, командуя 10-й артиллерийской бригадой. Умер в 1918 году, могила разрушена большевиками. Полковник 21-й артиллерийской бригады Заурбек Султанович Илоев. К сожалению, мы не располагаем его фотографией. Родился в 1875 году в селении Ильхотово. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. В бою 7 ноября 1914 года у деревни Льго-Муравана, находясь под огнем противника, искусно управлял огнем своих орудий, чем помог пехоте удержать позиции. А 10 ноября, когда неприятельская пехота пошла в атаку, метким огнем отвлек вражескую артиллерию на себя, что помогло нашей пехоте отразить наступление. Расстрелян большевиками 5 апреля 1921 года в концентрационном лагере под Архангельском. Датев Дзамбулат Гапоевич, генерал-майор русской императорской армии. Родился в августе 1871 года в селении Горная Корца. Окончил Владикавказскую реальную гимназию и Петербургское артиллерийское училище. За отличие в боях и умелое руководство накануне февральской революции высочайшим приказом Николая II Дзамбулат Датев был произведен в генерал-майоры. Отверг предложение своих солдат командовать именно стороне революции, сказав при этом следующее: «Я приносил присягу царю быть ему верным воином. Не щадя своей жизни, служил ему верой и правдой, получил чин генерал-майора. Изменить присяги не могу. Если сейчас приму командование революционными частями, буду чувствовать себя предателем. Я человек долго и хочу жить с чистой совестью». Не участвовал в гражданской войне, считая для себя невозможным проливать кровь соотечественников. Умер в ссылке в 1939 году. Агоев Владимир Константинович, генерал-майор. Агоев Владимир Константинович родился в 1885 году в станице Новоосетиновской в семье офицера Терского казачьего войска. Окончил реальное училище приюта принца Ольденбургского, затем Алексеевское военное училище. На войне командовал 3-й сотней 1-го Волжского полка, был начальником партизанского отряда из состава частей 2-й Кавказской сводной дивизии и помощником командира того же Волжского полка. В 1917 году войсковым кругом 7-го созыва был утвержден в должности командира этого полка. Имел солдатский Георгиевский крест за храбрость. Начиная с июня 1918 года Агоев был участником боя за овладение Моздоком. 30 июня участвовал в бою у Приближной, мобилизовав решительными мерами эту митинговую столицу, а затем в боях под Прохладной, Солдатской, Аполлонской. 24 октября 18 года был тяжело ранен. После непродолжительного лечения, еще не совсем оправившись, он вернулся в строй в состав вооруженных сил Юга России. Погиб в сражении с частями Красной армии в 20 году. 12 августа красные стали выходить в тыл 1-й конной дивизии отдельной конной бригады генерала Шинкаренко. Стремительной конной атакой 1-й конной дивизии положение было спасено. В доблестной атаке пал начальник дивизии генерал Агоев, и выбыли из строя ранеными несколько командиров полков. Генерал Врангель. Воспоминания. Агоев Константин Константинович, генерал-майор. Константин Константинович Агоев родился в станице Новоосетиновской в семье казачьего офицера и получил военное образование. Участник Первой мировой войны. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. Вот описание его подвигов. 5 августа 1914 года, возглавив группу разведчиков из 12 человек, он атаковал полуэскадрон венгерских гусар и, порубив их целые горы, 27 человек
с 26 лошадями взял в плен. По возвращении из разведки с пленными наткнулся на лазарет венгерской конной дивизии, захватил его с собой вместе с ранеными, медикаментами и 12 врачами. 11 сентября 14 года в бою при атаке казаками неприятельской батареи на Ушокском перевале Агоев напал на укрепление врага с 10 казаками и был ранен в грудь на вылет в правую руку и шею. В марте 15 года, не вполне оправившись от ран, он вернулся во второй Волжский полк. В августе этого же года Агоев у села Выбрановка произвел небывалую в истории конницы конную атаку. Сотней казаков он неустрашимо и мужественно бросился на укрепленную позицию австро-германцев. Доскакав до проволочных заграждений, спешил свою сотню и под несмолкающим огнем пулеметов и винтовок, порубив шашками заграждения, посадил снова сотню на коней и ворвался в окопы противника. В этом бою сотня взяла в плен 10 офицеров и 286 нижних чинов при 7 пулеметах. За боевую находчивость вся сотня и сам Агоев были награждены Георгиевскими крестами. Во время гражданской войны видел свой долг в спасении Родины от большевизма. В июне 18 года он поднимает восстание пятигорских казаков и с этого момента участвует во всех боях против Красной армии. Получил много ранений, тяжело переживал поражение Белой армии и не смог принять Россию под властью большевиков. Жил в США, воспитывал детей своего погибшего брата, генерала-майора Владимира Агоева. Умер в 1971 году. Это лишь немногие из тысяч осетин верой и правдой служивших Российской империи и до конца исполнивших свой долг. Улицы наших городов названы в честь различных деятелей, иногда не совершивших ничего полезного для России. Мы ставим памятники Булгакову только за то, что он жил во Владикавказе, или вождям революции, проливавшим реки крови, но настоящих героев мы не ценим и не помним. Удивительное дело, во Владикавказе есть даже памятник китайским наемникам, завалившим город трупами. Их мы политкорректно называем интернационалистами. Да, интернациональные наемники, головорезы, за деньги проливавшие кровь, нам дороже своих сородичей, для которых империя была родиной, домом и смыслом жизни, а служение ей честью. Не легендарные скифы, не далекие аланы, но плоть от плоти осетинской. Этот ролик создан для того, чтобы мы все перестали мысленно отделять ту историю, тот период и тех людей от нас с вами. Мы говорим не только об осетинах, но и обо всех, кто жил тогда, кто любил родину такой, какой она была, и сражался за свою Россию.